Уроженец Таджикистана выиграл иск против России в Европейском суде по правам человека. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, как таджик заставил Россию попотеть. Подписывайтесь на наши обновления, чтобы всегда оставаться в курсе событий. Но разве Россия не опасается того, что эти мигранты, в отношении которых довольно много нарушений, могут, например, подать в Европейский суд на страну? Европейский суд по правам человека в Страсбурге обязал Россию восстановить гражданство 43-летнему уроженцу Таджикистана Бахтиеру Усмонову и выплатить ему компенсацию в размере 11 тысяч евро. В заявлении суда говорится, что российское правительство приняло решение о лишении его гражданства только за то, что он не указал данные своей сестры и брата, но при этом власти не доказали, что это могло вызвать какие-нибудь серьезные последствия, и не представили достаточных доказательств, почему Усмонова следует лишить гражданства. Россия, согласно решению суда, должна выплатить Усмонову 11 тысяч евро в качестве компенсации за нанесенный ущерб. Российский суд принимает решение о том, что Россия должна выплатить людям компенсацию. Таких же очень много уже решений, огромное число решений. Суд постановил, что Усмонов не совершал никаких преступлений, не представлял никакой опасности национальной безопасности страны и что его права должны быть восстановлены. Бахтиер Усмонов проживает в России с 2007 года. Его жена и 4 детей также являются гражданами России. Адвокат Усмонова Егор Мельников говорит, что его подопечный 13 лет назад во время подачи заявления на российское гражданство не указал данные на своих брата и сестру. В 2008 году Усмонов получил российское гражданство, однако в 2018 году его вызвали в миграционную службу и сказали, что при проверке документов было установлено, что он не указал данные всех близких родственников и не указал данные еще на брата и сестру. Как вам такая ситуация? Человека просто за то, что он не до конца знал свои права и что нужно делать, просто хотели лишить гражданства. Свои ответы напишите в комментариях, пожалуйста, как вы ко всему этому относитесь. Российские власти обвинили Усмонова в представлении недостоверной информации и в попытке ввести в заблуждение компетентные органы. Попытки Усмонова разъяснить свою позицию, что он не скрывал информацию, а предоставил неполную информацию, не увенчалась успехом, и его лишили гражданства, предложив получить в таджикском посольстве в Москве таджикский паспорт для легализации своего нахождения в России. Адвокат отметил, что Усмонов с таджикским паспортом обратился в миграционную службу за разрешением на временное проживание. Ему объявили, что Федеральная служба безопасности отказала ему право на въезд в Россию, там, где его семья. Бахтиер Усмонов должен был в течение 5 суток покинуть Россию и затем в течение 35 лет не возвращаться в эту страну. После того, как Усмонов не выполнил это требование, его задержали и поместили в приемник временного содержания мигрантов в селе Новосельское Новгородской области, где он находился в течение 2 последних лет. Усмонов из приемника выпустили после того, как пришло известие о том, что Европейский суд по правам человека принял решение в пользу Усмонова. Как вы видите, нужно просто не бояться доказывать свою позицию и не бояться властей России. Там сидят такие же люди, как и все мы. И даже если мы где-то допустили ошибку, которая не принесла никому вред, то, в принципе, вы можете доказывать свои права, как наш сегодняшний герой. Он просто не побоялся доказать свою правоту и выиграл. И еще получит очень хорошую компенсацию, на которую может жить вся его семья. Как вам такое? Напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас вообще чуть не месяц каждый возникает такой вот какое-то решение Европейского суда, по которому Россия должна платить, потому что она признается нарушительницей международного права. А у нас на этом пока все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорых встреч!